Зарплата будет небольшая, работать будешь как проклятый, система так себе. Вот мы залезаем в живот, мы остановить кровотечение остановили, вслепую что-то там наделав, а вот удалить селезенку не можем. Все, никак, паника. Хочется там спасать мир, хочется быть хорошим. Я просто в целом рос как профессионал под лозунги «Не нравится, уходи». Вы знали, куда шли? К тебе вдруг стали относиться как к говну? Ну, а я человек такой понимающий, говорит, да окей, конечно, без проблем. Я человек такой белорус. Да, я терпила. Ты заплатил за образование. Один. Ты работаешь за копейки, то есть тебе не доплачивают. То есть Не значит, что твои деньги, это ты платишь второй раз, по сути. Если за открепление заплатить, то ты платишь третий раз. И налоги, которые платишь, то ты платишь четвертый Да. раз. И что это за фигня вообще? Но зарплата была там типа супер маленькая. И она не понималась, что бы я ни сделал. Что вы хотели? Я вспомнил такой негласный лозунг, который я узнал уже, когда пришел на БТ. «Лепи говно, не нам глядеть». Ким, у нас вот актриса крепостная, она в плену, Да. и ей нужно Так и есть. заплатить за нее выкуп. Не дотерпела трошечки. Белорус — это не тот, у кого чего-то нет. А у кого чего-то нет, да и ладно. Что вы рассказываете? Это где происходит и про что это? Чувствуете запах? Чувствуете? Я вот чувствую. И это не овощной бульон, который тут только что варился. Какой-то странный запах на самом деле. По-моему, это запах средневековья, который разносится по нашей стране. Вот об этом хочется сегодня и перетереть с моими гостями. Морковь. Слава богу, в белорусских магазинах она есть круглый год. И круглый год мы можем приготовить морковно-кориандровый суп. Очень теплый, очень полезный, очень приятный и очень семейный. Моя первая гостья Лидия Тарасенко, которая работала очень долго врачом в Беларуси. И с ней мы поговорим об очень важных вещах, в том числе и о ее профессиональных проблемах, которые возникали во время жизни в Беларуси. Рад видеть. Лида, мы готовим сегодня морковно-кориандровый суп. Я не буду тебя сильно загружать. Ну, вот, допустим, порежь морковь, а в это время мы будем разговаривать. Класс. Тот, кто меня знает, обычно мне даже морковь резать не дает, но я постараюсь. Ну, ты же врач. Да. Ну, врач должен уметь резать. Ну, не морковь, короче. Скажи, вот вопрос, который меня мучает, и это не первую, кстати, программу я его задаю. Когда в мои вот эти столы, к этим столам приходит человек с медицинским образованием. Это вопрос, ты, наверное, его знаешь, этот вопрос. Что заставляет людей учиться там 14 лет, при этом понимая, что зарплата будет небольшая, работать будешь как проклятый, система так себе государственная. Вот что тебя туда заставило пойти? Ну, во-первых, когда я собиралась становиться врачом, наверное, первый раз эта мысль пришла мне лет в 11, и как-то она осталась. Поэтому понятно, что мотивация, ну, как бы вот детская, она не совсем такая, как ты ее потом себе в 30 озвучиваешь. Угу. Ну и на самом деле никто не знает, куда он шел. Это манипулятивная фраза, совершенно ничего общего с реальностью не имеет. То есть в 17-18 лет, поступая в университет, ты не представляешь, как оно будет. А я обладаю... А идея уже завладела тобой, да? А идея уже, да, хочется там спасать мир. Ну, я не знаю, у людей немножко, наверное, разные мотивации. Там хочется быть хорошим, да, когда ты говоришь, что я буду там врачом, тебя там хвалят. Ну, да, и это как бы... но у меня возникает страх, потому что меня пугает вот эта ответственность, как бы врачебная, да. Она действительно пугающая, потому что ты берешь ответственность за чужую жизнь, как бы. Ну, слушай, ну про ответственность я поняла уже после того, как я закончила университет. Я была достаточно инфантильной, чтобы вообще не понимать, как это будет в реальности. Пока ты сам вот в это не окунешься, ты не понимаешь. Ну, плюс ты еще маленький. Вот. А так хочется спасать мир, хочется все знать, хочется... А когда начинаешь погружаться
в нюансы профессии, вот эти недостатки, которые потом вылазят и так далее? Когда это происходит? Еще в студенчестве? Ну, на самом деле, да. Но как-то в студенчестве, я не знаю, нас не то немножко оберегали, не то немножко лукавили преподаватели. Вот. Я, ну, честно говоря, я не соображала, куда я попаду, в общем, только после распределения, как бы, вот. Но это не значит, что все оказалось прям как небо и земля. Но, да, ответственность, тебе вдруг стали относиться как к говну. Ну да. Внезапно, да? Внезапно, да. То есть, Это когда? Это когда стал ординатором или когда? а всю морковку резать? Да. Класс. Это когда ты начал в реальности общаться с пациентами. Ну, мне во многом везло, да, то есть преподаватели как бы, ну, это разные. еще студентом или вы уже в ординатуре уже? Вот, наверное, поняла всю глубину жопы я только в интернатуре. То есть это 7-й год твоего полуобучения. 7-й год. Да. Ты понимаешь нюансы профессии. Ну, это я поняла. Люди, я думаю, поумнее раньше немножко это делали. Я тебе буду, на всяком случае, объяснять, что я делаю, чтобы ты не сомневалась. Это жарится лук. Я верю, что меня не отравят. Оливка. Нет, но я тебе буду отчитываться, чтобы как перед врачом. Лук, потом добавляется чеснок, добавляется соль и добавляется кориандр. Я не понимала до какого-то момента, что, ну, действительно степень ответственности, и что за любой косяк будешь ответственен лично ты. Ну, то есть в отделении там нету стерильных инструментов. Ты либо идешь оперируешь тем, что есть, либо ты не работаешь. Хотя это не твоя очередь, должны какие-то снабженцы это решать. Да, это вообще не задача врача искать эти инструменты. Мне очень не повезло с распределением, я работала в Костюковичах. О, Господи. Как бы лучшее здание там была больница отличная, вот, но специалистов нет. Ну, неудивительно, да, все отрабатывают и убегают. Вот, и степень ответственности, которая на меня свалилась, для меня была совершенно неожиданная, и я была к этому не готова. Ну, то есть, когда ты один оперируешь там и ЧМТ, и ранение сердца, то как бы что-то как-то становится не очень. Отработка. Такого нет нигде вообще, я не знаю, в Таджикистане, да, там отнимают дипломы. Я не знаю. Расскажу тебе одну историю. У нас в театре была актриса, ее распределили после вуза в театр белорусской армии. Ты себе можешь представить какую-то прелесть. Ну, это ездить из танков, читать стихи для солдат. Она работала одновременно у нас, и мы поехали в Лондон на гастроли, и она поехала. И ей вдруг звонят из этого театра, потому что, ну, это было уже политическое решение, и звонят из этого театра и говорят: так, ты должна вернуться, никаких гастролей, никакого свободного театра, давай-ка, милочка, возвращайся, а иначе ты будешь, должна выплатить $12 тысяч. Да. А у нас в это время на беду на сцене играли Алан Рикман, Ким Каттрелл и другие официальные лица. Из танка. Да, не из танков. И мы с ним им говорим, там, с Ким говорили, Ким, у нас вот актриса крепостная, она в плену, Да, и нужно есть. заплатить за нее выкуп, чтобы она могла свою карьеру продолжить, нужно заплатить за нее выкуп. Да. Она говорит: я выкуплю эту актрису и подарю ей свободу. Да. И тут же белорусские власти отмотали все назад, сказали: все, не, мы не будем, ну потому что скандал Да, получался. естественно, это будет И это назывался публично. проект «Крепостная актриса». Да? Вот смотри, ты заплатил за образование один раз. Ты работаешь за копейки, то есть тебе не доплачивают. То есть Не значит, что доплачивают. твои деньги, это ты платишь второй раз, по сути. Если за открепление заплатить, то ты платишь третий раз. И налоги, которые платишь, то ты платишь четвертый раз. То есть что это за фигня вообще? То есть ты все время платишь за что-то? За что? Я ничего не должен государству. Даже если я получил образование, я ничего ему не должен. Мои родители заплатили уже на 100 лет вперед. В Беларуси очень высокие налоги. Порядка 60, на самом деле, процентов мы платим налогов. Но государство говорит: вам все дало государство. Я тоже не могу, у меня и права нет говорить там про всех, там, сказать про всех врачей или про всех, там, про кого бы то ни было про всех, да, потому что, например, в моей истории мою маму
Одни врачи убили, а второй врач подарил ей лишних там 2,5 года жизни, да, то есть она должна была через 2 года умереть, а он 4 года ее тянул, да, и это тоже был врач, это был человек, которому я благодарен буду до смерти, да, и это разные люди, разные люди внутри одной индустрии, да. Просто одни такие, другие такие, поэтому нельзя, конечно, говорить, но все равно я бы понял, если бы это такое, знаешь, в этой больнице хороший главврач, никаких там тебе избирательных комиссий, никакого ничего, он душевный там отец солдату, бла-бла-бла. А в другой больнице, такой вот урод, да, то есть, и не повезло. Но у нас получается, что почему-то все, потому что их селекционирует государство. Отрицательная селекция, конечно, прям вот это то, что на моих глазах происходило. Когда уже как-то прорезался немножко мозг, и ты смог вообще на всю эту индустрию посмотреть, я видела с ужасом в том, что отрицательная селекция вот на всех уровнях государственной власти, и в том числе в здравоохранении, она прям была ужасающей. Я поделюсь своей личной болью. Все мои как-то друзья, не все, но большинство, как-то были в негосударственной системе всю жизнь, и я понимала, что мне им все сложнее объяснить, что происходит. Они говорят, да у нас классно, да у нас Новый Берлин, смотри, там клубы открываются, там 200 километров Вильнюс, Зыбицкая. Вот, и я с ужасом не могла объяснить близким людям, что ребят, нет, на самом деле все только хуже, что все места, ключевые позиции занимаются все более какими-то сломанными, вычурными людьми с поломанной психикой. Кому, как не врачу, эта поломанная психика видна лучше всех. И с руководством здравоохранения была такая же фигня. То есть вот тот главный врач, при котором я работала, Шилко его фамилия была. Это где-то? Это вот Костюкович. На самом деле был очень классный дядькой, но его в итоге просто замордовали. То есть он приехал из другой области, он поднимал эти Костюковичи. Туда приехали травматологи, которых там никогда не было, и там делали даже замену суставов. Это бульон, не переживай. Хорошо. Его ненавидела вся область за то, что он платил какие-то высокие зарплаты медикам. Что такое высокая зарплата? Давай. Ой, тогда был счет на миллионы, я не помню. В долларах ты представляла, сколько это приблизительно? Или нет? Представляла, мне нравилась моя зарплата, честно говоря, в тот момент, как молодому специалисту. Правда, я работала бесконечно много, но на зарплату я тогда как раз-таки не жаловалась. Вот. И повод к ненависти со всей области был из-за того, что платит высокие зарплаты. И в итоге его по какому-то надуманному уголовному делу за то, что он на 3000 купил своей машине запчастей, а не в скорую, его просто замордовали. Поэтому вся система, она выталкивает нехарактерные для себя элементы. Да, и используют для этого достаточно грязные методы, в том числе уголовку там и прочее. Нам привезли человека с разрывом селезенки. Причем там сложная ситуация, очень крупный пациент, 3-дневный разрыв, в смысле травма была 3 дня назад, а разрыв только сегодня, такое бывает. Вот, и, состав операционной бригады: я работаю год и 2 недели, анестезиолог работает 2 недели, ассистент работает 2 недели. Вот, и мы, спасаем человека. То есть такие, как бы это перевести на первокурсники театралки, на сцене Большого театра, да? Такие да. Вот мы залезаем в живот, мы остановить кровотечение остановили, вслепую что-то там наделав, а удалить селезенку не можем. Все, никак, паника. У всех паника. И в это время... спросить же не у кого. Могилев за 180 километров, но там очень кривая дорога, там Чернобыльская зона, и в лучшем случае часа через 3 у тебя кто-то будет. Это прям если вы словили совсем, а если ночью, то... И в этот момент оказалось, что хирург из Могилевской областной больницы в это время где-то там в лесу собирал грибы. Ёпарасоте. И его прямо с грибов к нам в операционную. То есть мне и так было страшно, а ты сейчас еще больше меня пугаешь. Теперь такая поймали ситуация мы в лесу грибника, переводится так, и говорим, как нам эту селезенку? Он такой, сейчас. И он достает нож, которым грибы срезал, такой, сейчас. Именно так и было. Вот. Я пыталась перераспределиться 3 раза. И когда я приезжала в министерство и говорила, хочу быть там. А у тебя, как я понимаю, был муж, да? Да, на тот момент. И он на тот момент жил в Минске? Да. Потому что в Костюковичах ему делать было вообще ничего. Да. И, естественно, он за тобой не поехал, и ты взмогаешься, чтобы быстрее вернуться в свое... хотя бы, да. Да, печально.
Это как-то все печально. как бы- Это все пугающе, потому что я понимаю, что ладно, белорусы сейчас все такие сидят, смотрят на экраны такие. Ну да, так и А есть. ты посади вместо белорусов каких-нибудь французов, итальянцев, они такие типа, что вы рассказываете? Ну, то есть это где происходит и про что это? Ну А когда да. говоришь про медицину, он такой, нет, этого так не бывает. Так не бывает. Мы какие-то вещи рассказываем англичанам, и говорят, не-а. Меня не Это- понимали мои товарищи, которые просто были в другой сфере, Другой вот в другом информационном пузырьке в той же стране. Они то есть это никогда частные не клиники, бывали- например? Нет, это вообще люди, которые не имеют там отношения к государственным какой-то активностям, ну, не знаю, там, программисты условные. Ну да. Вот, они работают на частную компанию, они там ездят на работу на машине или вообще там, ну ладно, из дому, они уже потом стали работать. Вот, все молодые, ни у кого нет детей, водить в школу их в сад не надо. У меня там знакомый менял паспорт, помню, и 3 дня потом впечатлениями делился, как он там сходил. Поэтому объяснить им, что происходит на самом деле, у меня не получалось. Вот как бы это был прям разрыв. Я помню, как я приехала в 2018 году вот на такую длительную стажировку первый раз в Осло. Я просто в глубочайшую депрессию погрузилась, потому что это была как раз вот такая стажировка, где ты не ездишь там на симпозиум, где все как бы Погружаешься в отполировано, индустрию, а погружаешься да. именно вот конкретно в работу конкретного Да, отделения. да. И я поняла, что нам никогда вообще, что разрыв такой, что просто вот вообще никак и нигде, и Знаешь, я очень сильно грустила. У меня был период, когда я занимался журналистикой, там, практически, да, и я точно так же меня отправили учиться в газету «Выборчу» в Варшаве. И мне открыли все двери, то есть сказали, ты можешь, значит так, сколько дней ты хочешь в каждом секторе поработать, то есть столько ты поработай. В отделе распространения, в типографии, в редакции, все, как узнаешь, так и поедешь домой. И я начал изучать и думаю, господи, мы настолько далеки, настолько, но в итоге я вернулся и кучу всего интегрировал. Да. А ты-то не можешь этого сделать. Ты увидела у норвежцев такое-то оборудование и такая... До определенного момента хочу сказать, что это было не так. То есть, в чем была прекрасна белорусская медицина, и она действительно была прекрасна, в том, что местами и немного было очень классно. В чего меня, собственно говоря, держало, у меня было какое-то вот такое видение, что до 45 лет я дотерплю. Да. Как-то вот у меня было такое вот предсказание такое не очень хорошее. А мне думалось, что вот будет микропузырек микроклимата, в котором ты будешь как-то вот вариться и существовать. Не дотерпела трошечки. Была возможность при достаточном, там, я не знаю, доле усилий, безумства и отваги, и удачи строить коммунизм в отдельно взятом, например, отделении. Ну да, так себе идейка, когда вот вокруг... Ну, она работала для меня она работала до 2018 года. Вот. То есть была возможность привлечь каких-то спонсоров, которые тебе давали, например, оборудование и расходники. Это где происходило? Ну, там я уже на тот момент я работала в РНПЦ онкологии. И ты такой рассчитываешь, Ну, да, это вот я уже проведу другая семинарчик, немножко история, да. и к этому семинарчику мне привезут чемоданчик расходников, и этих расходников мне хватит аж на 3 месяца, ну, на какие-нибудь сложные вмешательства. Ну, вот так и живешь. Да, но при этом белорус такой попадает в больницу, и ему говорят, вы простыню с собой привезли вообще? А где марля? А бинт? Что-то Вот вы ничего не взяли-то дома? Не знаю, насколько это распространено было, потому что Ну, это могло быть у меня очень... так тесть, когда умирал от ковида в Беларуси. ну ковид уже, да. Это было там просто вообще беда какая-то. То есть вплоть до того, что ты вернись домой, собери вот это все, и тогда уже приезжай. С ковидом, наверное, уже да, потому что тогда все вообще сломалось. Вот по моим оценкам, медицина в Беларуси рухнула с ковидом. Прям рухнула совсем. И она, да, я понимаю. И вот этот, Хотя с этим можно поспорить. Ты знаешь, а получается ведь еще наложилось вот этот 20-й год, когда на врачей начался вот этот обвальный прессинг, да, Ну, и да, тоже начали уезжать. Да. Это получается, что помимо того, что ресурсы потеряли еще и людей. Ну, какая уже разница? Белорус не тот, у кого чего-то нет. А у кого чего-то нет, да и ладно. Вот ковид, в Беларуси. И вот первое, что тебя больше всего возмущало, что происходит? Возмущало, естественно, то, как это менеджится с точки зрения государства. То есть на тот момент вот выборы 20-го – это то время, когда там ковид,
когда я начала немножко жалеть о том, что я так рано уволилась, потому что думала, вот надо было сейчас хлопнуть дверью, потому что, это, короче, невыносимо. Я и понимаю, и не понимаю тех людей, которые вот геройствовали, да, там, работая в тех условиях, про которые мы все знаем. НГО, которые поставляли все эти... Потому что степень уже безразличия по отношению к тебе такая, что, очень сложно находить в себе мотивацию продолжать делать то, что делаешь, даже там ради какой-то там высшей цели, потому что у меня было явное ощущение того, что ты просто кусок мяса, которым вот хотят продлить жизнеспособность нежизнеспособной системы. И у меня мотивации на тот момент уже как-то работать, уже как-то, в общем, в ГОСе не было. Да. И это, наверное, такое тотальное, да, было настроение у врачей? Хотя кто-то геройствовал, кто-то там... Кто-то геройствовал. Кто-то геройствовал ценой потери своей жизни. Естественно, да. Кто-то делал это по глупости, кто-то делал вообще... Вот опять это непонятная ситуация, когда человек выбирает агрессора, остаться с агрессором на его территории, на его там, условиях, нежели вот как с историями с фальсификациями. Да, зачем эти справки было писать, что там пневмония или вирусная какая-то штука? Я даже не понимаю, зачем это кому-то отчетность. У нас нет ковида? Такая вся планета с вакцинами, люди на уровне континентов договаривались о выработке совместных программ, да? А тут такая, у нас ничего нет. Зачем? Не знаю. Ты же мог получить огромные деньги еще, помимо просто того, что ты не выглядел бы идиотом. На этот вопрос у меня нет вообще ответа. Периодически я читаю там всякую умную литературу философов и психотерапевтов, и у меня нету удовлетворяющего меня ответа, что не так с человечеством. Что в голове вообще у этих людей, хлебушек, как бы зачем вот так себя вести, просто потому что... Те суммы, которые вот Польша получит, что-то, по-моему, около 240 миллиардов тех денег, которые были заморожены из-за того, что они там, по законодательству наплутало предыдущее правительство, да? А Беларусь могла получить реально миллиарды, но она этого не делала. Не знаю, я знаю, что министерству предлагали выгодные там на выгодных условиях и медикаменты, и вакцины, нет, не надо. Вот. Тогда мы что, будем использовать слово геноцид или что это такое? Получается, да. Прекрасно. При том, что многие винтики в этой системе, они не понимают, что они делают. То есть эта система еще и дает возможность снять с себя ответственность, сказать, что что я, а я ничего. Это же меня заставили. И люди даже не понимают, что они принимают в этом участие. Знаешь, будем дорабатывать суп? Наверное, он выглядит хорошо и так. Нет. Милочка, так это не работает. Окей. Нужен еще вот такой прибор, который называется блендер. Я думал, я одна им пользоваться не умею. Ты можешь пользоваться, знаешь, какими приборами, которые я боюсь даже видеть. Лида, ты сварила суп. У нас еще есть одна вакансия, и сейчас сюда придет и сядет очаровательный молодой человек. Это один из двух моих любимых белорусских спортивных журналистов. Я их всего два знаю, поэтому вариантов много. Значит, это он. Это Ярослав Писаренко. Привет. Это Лида. Доброе утро. Это Ярик. Приятно. Ярослав. Я Лида, да.
Я тут признался тебе в любви и уважении, как к двум... У меня два любимых журналиста спортивных, это ты и Саша Иулин. И поэтому я очень рад, что ты пришел сегодня. И вот познакомься, это морковно-кориандровый суп. Есть очень простая метафора, которая, мне кажется, она во все века работала. Это когда ты называешь одну дату, 1861 год. И в это время на Руси отменили крепостное право, а в Лондоне начали строить метро. Два этих аспекта, они очень хорошо дают картину нам вот этого крепостного права, которое его-то отменили там где-то на Руси, а в Беларуси его недавно восстановили, да, то есть как бы лет 30 назад. Ты вообще что-то имел дело вообще с крепостным правом, с новым средневековьем? Я же распределение отрабатывал. Я отрабатывал на распределение. Вы коллеги. А сколько лет? Я в 2008 закончила, и мы распределили с 9 по, 12. Ну у меня меньше, у меня было 2 года. Но то, что это, что-то реально похоже. Я раньше к этому ставился абсолютно нормально, потому что я молодой парень, который приехал из Орши, и думал о том, что если меня еще Это девушка из Могилева. Из Могилева. Недалеко друг от друга. Я просто думал о том, что если меня обеспечить 2 года рабочим местом, это как бы классно. Вот мне тогда это казалось. Но потом ты заканчиваешь там универ, все, идешь работать. И я Подожди, пошел... у тебя профессия была, которая, в принципе, можно было себе найти работу, так или иначе. не В сказал. каком году это у тебя было распределение? Я заканчивал в 2012 году. Ну да, уже такое все. Стойте, я школу закончил в 2012 году. В 17. Да. И я пошел работать на СТВ. Это крутоны, они хорошо идут к этому супу. И вообще-то вы попробуйте хотя бы половку Да, для начала, давайте. прежде чем рассказывать истории. Так вот, и я пошел на распределение на СТВ, я там уже до этого работал. И я к тому моменту уже много чего делал. Там я вел итоговую спортивную программу, делал какие-то сюжеты, вел новости. И, был как бы, таким достаточно, наверное, уважаемым человеком. Но зарплата была там супер маленькая. И она не поднималась, что бы я ни сделал, она никогда не поднималась. И я вот, собственно, так работал. Потом меня позвали в БТ, а я был на распределении. Карьера. Попёрлы. И меня позвали, и, все, мне там звонят, говорят, вот мы тебя хотим. То есть там зарплата уже X3, 4, то есть гораздо больше. Но даже, не в деньгах было дело, это просто интереснее гораздо. Это круче, там профильный канал Беларусь 5, супер. И, в общем, мы начали разговаривать, я пошел к начальству, говорю, вот, хочу там перейти на другой канал, у меня распределение. Мне все начали говорить, не, палки в колеса никто вставлять не будет, там, т-т-т. В общем, я начал разговаривать с начальством, говорит, мы сейчас порешаем там наверху. Знаешь, когда всегда все самое важное говорится после «но». Палки в колесо вставлять не будем, но... В общем, руководство говорит, мы, будем решать вопрос на своем уровне, тебя известим, куда ты пойдешь. Я окей. Потом мне звонит мой начальник, говорит, что смотри, мы решили так, это было там дело в августе, ты работаешь до ноября, мы ищем тебе замену, в ноябре переходишь, чтобы а я человек такой понимающий, я говорю, да окей, конечно, без проблем, давайте тогда так. Я человек такой белорус. Да, я терпила. И, в общем, мы, будем так нормально, спокойненько работать, там, доработаю. Надо тоже отдать должное, там начиналась моя карьера, я там учился многому. Да, понятно, что белорусский телек сейчас, он уже в таком вайбе и флёре, что это прям клоака. Но мне кажется, что, во всяком случае, до 2020 года такое было. Если ты хочешь там чему-то научиться, можно, если захочешь чему-то учиться. Я там научился монтировать видео, там что-то снимать, и много, то, что я умею сейчас, и то, что мне, в общем, помогает жить. И окей, хорошо, ждем. И все, в общем, я продолжил ходить на работу, все нормально. Пока мне не позвонили из Беларусь 5, а ты где вообще? Я говорю, как где? В режиме ожидания, мы ждем. Какое ждем? У меня контракт на столе, так мне сказали другое. И они, я не понял вообще, что произошло, они начали решать дальше. Потом мне сказали, нет, ты никуда не... То есть они так решают, а ты там где-то? Они очень странно решили вопрос, потом меня просто известили, что нет, ты никуда не идешь, дорабатываешь распред до конца. Но это уже хорошая новость. Мне причем сказали, что мы, за такое неудобство повысим тебе зарплату. На 250 рублей. И я такой, класс.
У меня, если честно, было тогда желание пойти в армию, потому что я был очень зол, Мгм. и я думал, куда я могу деться с распределения, это только армия. Вот, и, ну, как-то я потом подумал... То есть из одного рабства в другое, да? Да. И Не я доставайся подумал- же ты никому. Да, я Да, подумал это, потом, ну, что это уже вообще в бред. вассалы, да? То есть уже вооруженный будешь. Да, я подумал, что это уже совсем бред, поэтому решил так не делать. Ну, просто мне повысили зарплату, и, ну, я смотрю расчетник на следующий месяц, там такая же зарплата. Говорю, что такое? Типа, подожди, там по бухгалтерии не прошло, там, бумажки не донесли, еще что-то. Я такой, ну, типа, окей, хорошо, ждем еще месяц, там, подожди, тоже что-то не было. Потом сказали, вот ты в феврале переподписываешь на полгода контракт еще, вот после этого, короче, я дождал до февраля, в марте тоже не было, потому что еще за февраль зарплата. Апрель я получил на 250 рублей больше. Ну, вот там в апреле... Бесконечная история. А тут уже и распределение вопрос. закончилось. Меня это прям триггерит. Ну, то есть ты узнаешь такие вот истории прям, и это... Ну, я просто, вот касательно рабства вообще, у меня друг, он в IT работает, и у нас не так случилось, что параллельно там его позвала какая-то другая контора, а меня тоже, ну, в своей сфере. И он говорит, я спрашиваю, как у тебя вопрос решился? Он говорит, я пришел в отдел кадров, сказал, у меня есть там оффер такой, я хочу уйти. Они спросили, что нам сделать, чтобы ты остался? Он говорит, вот цифры, если да, то я остаюсь. Ему там через 2 часа позвонили, приходи, подписывай новый контракт. Вопрос решился очень быстро. Мой вопрос Потому что решился это не государственная по-другому. организация, кто-то заинтересован, вперед. Я просто в целом рос как там профессионал под лозунги «не нравится, уходи». Если, ну, главной благодарностью мне за работу было то, что я работаю в целом тут. То, что твои сюжеты смотрит вся страна. Да, это как драматургам белорусским говорят, это близкая специфика. Говорят, скажи спасибо, что твою пьесу ставят. Да, абсолютно так. Вы знали, куда шли, нет? Вы же У знали, нас куда больше я всего был. сюда. Я был очень вдохновлен тем, что я буду делать что-то большое, что-то очень классное. И я не думал о таких мелочах. Ну вот тоже, та же фигня. Поначалу тебе Знаешь, кажется, что... есть немножко разница. Я же тоже был в твоем возрасте, да, и я делал бесплатно такое количество всего, но это дало потом задел, что ты чему-то дофига чему научился. То есть Да. это круто, но просто потом наступает момент, когда ты такой, не понял, в смысле, спасибо, что мы в твою пьесу ставим. Деньги где? Мгм. То есть эта фаза, когда ты все равно приходит, потому что ты уже научился, ты пробил в этой индустрии какие-то там норы, каналы и так далее, ты уже хочешь... Ну, что-то... У тебя сработало. У меня был один диалог в гримерке телевидения. Я тоже был, мне, может, на 21 год, и я шел на грим, на эфир, и передо мной там сидел один из ведущих, гримировался, который работает там уже типа 15 лет на телеке. И он сидел и просто, как все достало, как я уже не могу просто, ну вот это достало, то достало. А я сижу и я понимаю, что ему там, ну, типа, там 40 лет, он всю жизнь работал на одном канале, и он вот так его ругает, но я просто думаю, так ты ж ничего не сделаешь. Ну, типа, ты поругаешь, поругался, Это выхлоп. выговорился, и полетели дальше, еще 15-очку тянем на том же канале. при тех же условиях. Если переложить на медицинский язык, то же самое? Абсолютно то же самое. Я очень понимаю, ну, как, понимать не значит разделять, но я очень понимаю тех людей, которые всю жизнь проработали на одном месте, и ну, это же капец, это же выход за, я не знаю, за какую там зону комфорта, за свои 20 сантиметров личного пространства поменять работу. Это нам сейчас, наверное, проще говорить, потому что наше поколение начало как-то менять работы без страха, наверное, да? И без спроса. А я вспоминаю своих коллег, лица этих коллег, которые... Вот у них в трудовой книжке одна запись. Как бы. И так было у всех. И то есть ты себя не можешь помыслить, у тебя нету примеров людей, которые делали по-другому. Я просто, когда вот мне было там лет 15, я вообще даже не представлял, что есть там какие-то перспективы, помимо тех,
который ты представляешь себе в голове. Вот мне казалось, что это верх моего в целом предназначения в жизни, если я смогу поступить на журфак, БГУ, там отучиться и где-нибудь найду себе профессию. Мне казалось, это прям верх, даже чуть выше, чем... Я сидел, был еще когда в школе учился, и я сидел за партой с моим дружбаном, и мы писали сочинение, там, кем я хочу быть. Ну, вот эта вся, вот эта мотня одинаковая, которую все писали одно и то же. И я написал, что там, я хотел быть каким-то там, видимо, перечитав Шерлока Холмса, я хотел быть следователем, как бы. Почему-то мне казалось, что это так романтично, круто, как бы это. Я тоже не понимал, что это такое вообще. А он написал, что он хочет быть режиссером. И я ему завидовал, что он хочет быть режиссером, потому что он себе допускает, что можно. В итоге я стал режиссером, а он стал инженером. То есть оно все как бы жизнь свои коррективы внесла, но он хотел. То есть, и это, знаешь, как ты такой, а можно хотеть такое? То есть это вот тогда было. А самое ужасное, что прошло сколько-то десятилетий, ничего не поменялось. Да? То есть все опять себе не допускают, что можно... Но сейчас уже мне кажется, что вот это поколение последнее, все, это кончилось. Вот там, условно, там, с 19-летними ребятами, я послушаю их истории, вот мне 28, им там 19. Я типа там пошел учиться в БГУИР, какая-то фигня, пошел на курсы на 4 месяца, сейчас устроился там в какую-то IT-компанию. Зарплата уже не устраивает, честно. Уже не очень нравится. Я, да, не особо классный специалист, но в целом продать себя можно и подороже. И они мыслят такими категориями, когда я держался за 700 рублей синими пальцами. Простите. Вот. Да. Вы с Лидой говорили, хочу тебя вернуть чуть-чуть в теме к нашему предыдущему разговору. Она работала в этот момент где-то в РНПЦ. РНПЦ онкологии. Да. И ты приезжаешь в Осло. Да. И ты говоришь, у меня просто отняла речь. От чего отняла речь? От того, что другие люди. То есть про то, как там устроена именно медицина, я уже представляла. Это не первая была там поездка, не первая стажировка, но тут я пообщалась первый раз с живыми людьми. Я увидела, что люди по-другому относятся к работе. Профессор, к которому я ехала, на второй день не пришел на работу. И я такая думаю, как белорусик, наверное, я ему не понравилась, наверное, он тут, короче, меня видеть не хочет. Да, и мне там говорят, ну он, наверное, может, уехал на какой-то конгресс, с ним такое бывает, он как бы никого не должен предупреждать, он профессор. Оказывается, он ехал на работу на своем велосипеде, как обычно, и у него сорвался ритм. И вместо своего отделения он поехал в кардиологию. В той же больничке, только в другую это самое. И к обеду он уже пришел, у него там рука перемотана. Он такой, да, меня там полечили, я пришел на работу. Никакого там разрывания на себе рубахи, ничего вот этого. я тут, вот. Бытовая история. Бытовая история. По-другому пациенты себя в целом ведут. Я ни в коем случае сейчас не противопоставляю раз врача, пациента. Мне только спросить. Там клиника, где лечатся люди с очень серьезной, тяжелой патологией, которая никогда не излечится до конца. И ты видишь, как люди как-то так ответственно, что ли, подходят к тому, что вот с ними происходит. Люди, которые работают, ответственно подходят к тому, что они делают. Там нету разделения врач и медсестра. То есть все там в одной комнате, там переодевалка общая, мужская, женская. Там другое мышление у людей. Оно, если так... привести к какому-то знаменателю, не рабское мышление. Не рабское, совершенно. Там был какой-то выходной, как раз попал на то время, когда я была, и там что-то все сказали, пойдемте собирать мусор, наш субботник. Но это было совсем не так. То есть все такие, я не помню, кто предложил собрать мусор, все такие, класс, мы пойдем там вот там в ближайший орешник собирать мусор. И, это было совсем по-другому. То есть для тебя это как репортаж с Луны. И ты понимаешь, что... почему эти люди живут так, как живут. Эрик, у тебя когда было осознание, что можно жить свободно? Это был какой-то момент? Можно жить свободно. Я думаю, что это тоже произошло уже, когда я уехал. Я там в Киеве начал общаться с ребятами, которые работают там на украинском телеке. Мы как начали там в футбол играли. И было, в общем... и я понимал, когда я что-то рассказываю, у людей немножечко какое-то есть недопонимание вообще, что это. Я услышал как-то, вот тоже насчет того, что там рвать на себе рубаху и так далее. Я в целом был, наверное, этому подвержен, потому что мне хотелось сделать как можно больше, как можно круче. И я так очень влетал в эту работу с двух ног просто. И я услышал одну потрясающую цитату на эту тему, что твой труд не забудут, но о нем никто и не вспомнит. И это вот было постоянно, то есть что-то заканчивалось, и не было такого, что там... Мне вообще, мне кажется, в таких сферах не принято хвалить.
Нигде не принято. Нас, в принципе, не учили никогда хвалить. Не надо хвалить, и типа ты сделал, молодец, но у тебя завтра вот это. И полетели дальше. И как бы тебя это настолько загоняет в такой ритм. Вообще, мне кажется, даже все об этом говорит. Вот там ты заходишь на телевидение, никто никогда телек не называл офисом, там, как люди говорят. Это была база. Ну вот, типа, ты на базе, там, да, я на базе, сейчас подъеду. Я знаю некоторых людей, которых для того, чтобы стимулировать, их нужно вот прессовать. Да. Их прессуешь, и они такие, они работают, да, то есть и они говорят, что мне такой стимул нужен, мне должны, дать мне пинка. А у меня наоборот, мне надо хвалить, тогда я буду работать. То есть вот тогда и получается, что ты никак не вписываешься вот в эту структуру, которая сейчас государственная структура, да. Потому что к тебе относятся как к рабу, а ты хочешь, чтобы к тебе относились с уважением. Ты как крестный отец, да? Относись с уважением. И получается, что ты такой, я с вами не совпадаю. Вот свободный театр же, он же изначально, мы же маскировались так, что никаких политических пьес не было. И первая пьеса, которую запретили, первый спектакль, который мы сыграли у Юры Будько дома, спасибо ему за это огромное, который назывался «Техника дыхания в безвоздушном пространстве». Девочка, я на нем была. Вот, девочка в хосписе болеет раком, и мальчик. И они перед смертью, они как бы у них, они дружат, да, то есть, и вот, ну, прям вот такая просто история слезливая о том, как ребенок идет к смерти, да. Ничего, никакой политики. И это первый спектакль, который был запрещен. Не потому, что они хотя бы узнали там о чем, да, им не надо было. Это был единственный театр, который был вне структуры Министерства культуры. Все, вот ты не раб, значит, ты должен либо сидеть в тюрьме, либо тебя нужно там уничтожить и так далее. Это простая логика на самом деле. И объяснений не надо там. А то все говорят там, вот это вы на Луке делали. Я говорю, так у нас Лука прозвучал из 50 спектаклей разных. В одном спектакле один раз прозвучала его фамилия. Один раз. То есть никто его никогда и не воспринимал как какую-то персону. Да? Но если ты свободен, то все, ты никак не попадаешь. Я просто вспомнил, это не совсем тема, возможно, даже не за столом будет сказано. Я вспомнил такой негласный лозунг, который я узнал уже, когда пришел на БТ. «Лепи говно, не нам глядеть». И, ну, типа, вот так, ну, очень часто это можно было услышать, там, условно, у тебя какая-то офигительная идея какого-то или фильма, или там сюжета, или еще чего-то, а ты всегда сталкиваешься с таким непониманием, когда ты там, все, типа, там, приходит там, видеоинженер что-то делать, и он, ну, такой, ему лишь бы быстрее, потому что еще 3 проекта, у него там, он на гонорарщиках сейчас все вывезет нормально. Ему вообще плевать на твою идею там. Ну, у меня были со всеми хорошие отношения, поэтому мне еще как-то удавалось там, типа, замотивировать человека. Пропетлять. Да. А так, типа, давай, слушай, мы сейчас закончим быстро, что здесь, что-то накинул, там, вот, там, съемку, условно, первые 5 планов берем. И произнес этот сакральный лозунг. Да, типа, чувак, лепи говно, не нам глядеть, давай, все, сейчас мы закончим, гонорарка распишется, движение по счету есть. Прикинь, тебя положили в больницу, к тебе приходит Лида. С такими же лозунгами. Ну, на самом деле, ну а что? Ну, что вы хотели? Даже представить вот тот список, да, список то, что делает, что создает рабскую систему, да. Например, ты пришел работать на какое-то предприятие. Ну, отработка первая, да, там, отработаешь 2 года. Вот здесь. Где? Агрогородок. Ты, по-моему, глухая деревня. Называем агрогородок. Пошел. Ты там работаешь. Потом тебе говорят, мы тебе дадим общагу. Тебе дали общагу, ты уже привязан, ты уже обязан, да? Ты такой, я на эти деньги не сниму жилье, да? Значит, ты уже привязан. У ментов это вообще там стаж, выслуга, это как я уйду, бла-бла-бла, потом там, и с тобой можно веревки видеть, да? Военные, все. Вот эти все алгоритмы, а это же это такие алгоритмы нового рабства. То есть они, каждый из них, я так думаю, что нынешний начальник белорусский, он такой, возьму-ка на вооружение вот 1 пункт, 7 и 14, вот побудем по ним. Я думаю, что даже тут методичек нет. Я думаю, что это все настолько интуитивно воспринимается и просто вот имплементируется от души, что называется. Ну вот люди, которые там придерживаются вот такой там рабской, да, вот какой-то идеологии, ну, к сожалению, очень много. Очень много. И я, если раньше думал о том, что там в каких-то своих влажных мечтах, что вот мы возвращаемся, я возвращаюсь на телек, то сейчас я думаю, опять-таки,
к людям, с которыми я работал, там, к тотальному большинству отношусь очень хорошо. Но, ну, я понимаю, что вот чтобы это выкоренить, вот эту какую-то палочно-галочную систему человека, часов, трудодней и всего остального, это, ну, наверное, проще просто все заруиновать и заново построить. Знаешь, когда ты говоришь про телек, но мне сложно было бы представить, чтобы ты или Саша Иулин пошли бы работать на этот телек. Вам было бы проще начать создавать что-то свое и в рамках уже частных структур, и их наращивать, и с этим работать, потому что вы уже знаете и технологии, и популярные, и так далее. Это другая ментальность. То есть это как раз не рабская ментальность, когда ты просто говоришь, нет, я уже не на БТ, а я уже как-то сделаю... И вот если у нас будет как можно больше таких людей, как можно больше Ютуба, неважно каких платформ, если будет конкуренция создаваться, вот только тогда на основе, может быть, чего-то этого, но это не будет структура, мне кажется, которая там хоть как-то напоминает нынешние там вот телевидение. У нас там сфера искусства, у тебя там сфера медиа. А вот что делать Лиде, это как раз вопрос. Потому что медицина, она у нас другой мало бывает. Да? То есть, то есть частная клиника это куча оговорок всегда. Да? Огромное количество оговорок. Это небольшая система. Да? А вот что сделать с большой системой с медициной, вот это тут уже тут думаешь, ого, а там как бы это изменить? Где нужно все оно должно все, как я понимаю, перестраиваться. Хорошая новость в том, что вот государственная система здравоохранения, по мне, это самая лучшая система здравоохранения. Просто ее дали в руки людям, которые шарики, один потерял, второй сломал. Мне кажется, проблема как раз-таки только в людях. То есть то, что у нас есть в плане системы здравоохранения, ну, то, что от нее осталось, да, там уже руйновать нечего, там уже все и так уже под корень. И я вижу проблему в людях, потому что каждый, кто уехал, если еще там год назад все говорили, да, я вернусь, то сейчас начинает задавать себе вопрос, а при каких условиях я вообще захочу вернуться? То есть, хорошо, завтра у нас поменялась власть, это там какая-то верхушка, но люди-то остались те же, и что с ними ты будешь делать? Ну, на ТВ можно не идти, а что делать с Минздравом? Я просто вот про людей здравоохранения, у меня тоже есть история. Я сломал ногу, это продолжение вот этой заплаты с минусом, все остальное. Я сломал ногу, и получается, мне нужно было пойти оформить больничный лист. Мне уже сделали операцию, все такое. И я прихожу, ну, там все, типа штампики поставили, и мне дают бумажку, говорят, смотри, едешь там, не едешь, идешь по адресу там такому-то, это там в километре от поликлиники. Тебе должны подписать, возвращаешься, ставишь штампик, к свободе. Я говорю, у меня нога сломана. И, ну, и вот про то, что там люди, либо не люди виноваты, и она говорит, ну, у нас так. Я говорю, так а как? Ну, типа, нога сломана, я могу идти, конечно, тут как бы идти не так. Ладно, я окей, там, как-нибудь на такси, но как бабка ей будет, и что делать? И она на меня абсолютно искренне смотрит, ну, я не знаю, типа, что вам, как вам помочь. Ну, вот нам сказали, спустили, так сказать, не знаю, положение, еще что-то. Ну, должна быть эта подпись вот по этому адресу поставлена. Абсолютно бесполезный мув туда-назад, но его нужно сделать. И она как будто бы и рада бы жить, наверное, по-другому. Но просто вот так заведено, и нет там... Я не знаю, вот в чем здесь проблема. Она бы и рада сама просто подписать. Да вообще легко. Она бы рада сказать, там, посидеть за чайком поговорить и ступай себе с миром. Выздоравливай. Тут как со Сталином. Кто написал 4 миллиона доносов? Да. Ну, кто-то сверху, значит, это придумал. Вот это. Систему делают люди. И тут понятно, что ты рождаешься в этой системе, ты вывалился в нее, и ты ее винтик. Но как бы как это менять, это надо прям очень большое усилие. Мы же говорим о примерах. У нас какое-то бесчисленное количество вот этих примеров рабства, да, то есть из нашей жизни. Я даже одного из друзей был подписан как-то в телефоне винтик пропаганды. Очень многие не могли себе представить, что как радикализируется спортивное сообщество, медицинское сообщество. То есть это вообще какой-то сюрприз, блин, это вообще... Что мои две любимые баскетболистки, естественно, Левченко и Сынытина, что они окажутся вот такими людьми, да, которые скажут, ну все, рабство, до свидания. А так вы же в сборной играете? Нет, все, мы не играем в сборной. И если рабство, то не играем. Да? И для меня они были моими, вот в женском баскетболе, это вообще мои просто любимицы, да, и какое счастье было с ними познакомиться потом и подружиться там. И я думаю, бляха, это же вот люди, которые показали спортсменам. Нет, можно спокойно жить, работать, заниматься любимым делом без рабства. Это же это круто. И это люди из спорта.
А я так понимаю, что часть спортивной редакции, наверное, даже такая типа, зачем, что? Или нет? Да все там прекрасно понимали, для чего, как и куда. Ну, не нужно тоже делать из людей. детей, да, они прекрасно все понимали, там, мотивацию, не было там, ну, и, возможно, многие люди сделали бы точно так же, потому что там моим коллегам, я просто точно знаю, некоторым было стыдно. Не потому что я кого-то пытался пристыдить, вообще никогда. Это ваше решение, ваша ответственность, делайте, как считаете нужным. И я после 20-го с некоторыми людьми еще сохранял нормальный контакт. Это сейчас я уже все. И, ну, многим было стыдно, потому что они не кровожадные, у них адекватные взгляды на вещи, на мир. Ну, просто они по своим причинам этого не сделали. А про спортсменов, Левченко, Сынытина, класс, обожаю. Но гораздо больше... Вот я бы сказал, что спортсмены это такие... Вот они в этом расе такой премиум-класс, потому что они просто зарабатывают не там 700 рублей, а, не знаю, там 5-7 долларов, и при этом они понимают, что вот в этом чемпионате там Беларусь футболистам готовы платить такие деньги, он поедет в Европу на 1,5, возможно, там, да, он где-то засветится, там, поиграет в миноре польском, выйдет куда-то, начнет там зарабатывать круче деньги, там, поедет в Бундеслигу, но здесь-то, типа, 7 сразу, Да, и зачем, блин? Мне трудно со всем этим не согласиться, поэтому берегите себя, а с нами были очаровательные Лида и Ярослав. Спасибо за приглашение. Ставьте лайки, подписывайтесь. Странно жить в 21 веке, да оказаться в Средневековье. Это очень странно. Потому что получается, что часть планеты живет в одном временном поясе, а ты живешь в другом. И исчисляется он не часами, а веками. Но так уж получилось, что рабовладение, крепостное право, феодализм, средневековье – это вот то, что мы сейчас, те слова, которые мы используем, и совершенно понимая их смысл, понимая, потому что мы ощутили все это на собственном опыте. Так вот, наверное, нам пора уже заканчивать с этим опытом, потому что нужно попробовать пожить в 21 веке и посмотреть, может быть, это нам будет удобнее, комфортнее, лучше в нем. Во всяком случае, я в этом так точно уверен. Берегите себя, думайте о будущем, но живите настоящим.